Современные подходы, уникальные возможности лечить воздухом начали в санатории «Горняк» в Мирном. Врачи-здравницы применяют озонотерапию, с ее помощью лечат кожные и аллергические заболевания, рассказывает Наталья Николаева. Более 20 лет медики всего мира стерилизуют помещения кислородом. Для этого придумали озонаторы. Советские ученые-физики-ядерщики во главе с Лилией Сибельдиной разработали прибор еще в середине 80-х. На первый взгляд может показаться, что мы находимся в производственной лаборатории. Однако это не так. Мы в стерилизационной хирургического отделения районной больницы, а это рабочий инструмент врача-травматолога-хирурга. Стерилизовать его в автоклаве по понятным причинам невозможно. Здесь один металл. Поэтому инструмент стерилизуют с помощью озонатора. Он берет всего лишь 70 ватт. Весит 3,5 килограмма. Поэтому вы можете за 15 минут 70 ватт сделать операционную стерильной. Озон – мощный природный окислитель. Вирусы и бактерии в нем погибают мгновенно. За минуту любой предмет в озонаторе становится стерильным. Существуют и переносные стационарные аппараты. Дальше вы можете отнести в процедурную, отнести в палаты. Вы можете продезинфицировать всю больницу. Это означает решение внутрибольничной инфекции. Кислород – лучший антисептик. В этом плане он даже эффективнее антибиотиков. Им лечат кожные заболевания, инфекции и аллергию. Пациентам озон вводят внутримышечно, внутривенно и подкожно. В санаториях Алроса для этого применяют аппараты-комбинезон, берет и сапог. Озонотерапия, обогащение организма озоном, да? Улучшается кровообращение, да, обогащение кислородом. У людей, например, при сахарном диабете, она называется дистальная полинейропатия. Например, она будет одеваться, процедура это как сапог, так местно на ноги можно, на голову. У кого нейросенсорная тугоухость, на область уха пораженного. Сейчас в Алроса рассматривают предложение о применении стерилизаторов на промышленных объектах. Их установят в бытовках, лекционных аудиториях и конференц-залах. Медики надеются, что это поможет решить в итоге проблему распространения инфекций и вирусов на рабочих местах.